В июле в Грозном побывала делегация Волгоградской областной организации профсоюза образования. О социологии профсоюзного движения. Лекция на такую тему состоялась в начале июля в Доме профсоюзов на информационно-деловой встрече профсоюзного актива. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на многие другие. Штатные работники Рessовета повышают квалификацию в столице страны. Прошла вторая зачетно-экзаменационная сессия в Институте профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений. В июле в Республиканской организации профсоюза образования побывала делегация Волгоградской области организации профсоюза образования во главе с председателем организации Ларисой Львовной Кочергиной. Для гостей была организована экскурсия по кабинетам Рессовета, где они встретились со штатными работниками, познакомились с их работой. Затем побывали на выставке, где их вниманию были представлены документы, печатные издания, выпускаемые Рессоветом. Гости были приятно удивлены увиденным. Работа в Чеченском профсоюзе образования налажена как нельзя лучше. У нас, как и у каждой региональной, республиканской, краевой организации, есть такая традиция после окончания учебного года выезжать с председателями территориальных организаций, первичных организаций в качестве такого образовательного туризма по своей родной стране. И в этом году так получилось, что я уже второй раз в вашей республике. Первый раз это был выезд в апреле месяце, когда мы посетили вместе с нашими социальными партнерами, посетили вашу республику, то есть это все начальники отделов образования, руководитель департамента Радченко Ирина Анатольевна, приехали, чтобы посмотреть образовательные организации Чеченской республики, познакомиться поближе с победителем всероссийского конкурса «Учитель года», посмотреть вообще, в какой стадии находится готовность к проведению всероссийского конкурса «Учитель года 2019». И я была поражена, хотя ожидаемо поражена кавказским гостеприимством, радушием местных жителей, тем, что представляет на сегодняшний день республика, как доброжелательные люди и как с надеждой люди смотрят в будущее. Поэтому появилась такая возможность уже большим составом, у нас сейчас 35 человек, это председатели территориальных организаций, это председатели организации системы профобразования. В нашей делегации мы приехали на 3 дня в вашу республику, чтобы и встретиться, у нас не получилось в апреле, встретиться сейчас с представителями Рескома Чеченской республики и познакомиться с основными, наверное, такими культурными традициями, достопримечательностями. И сразу после этого мы выезжаем в Аргунское ущелье. Вчера у нас случилась экскурсия по городу. У нас замечательный экскурсовод, который не просто знает, но еще и любит свою республику. Поэтому мы находимся в таком воодушевленном состоянии, которое позволит потом по-новому посмотреть на свою работу. И такой будет задел на новую работу уже с новым учебным годом. Продолжилась официальная часть встречи в зале заседаний. Перед гостями выступил председатель Чеченской республиканской организации профсоюза образования Хизир Герзелиев, который рассказал о структуре и деятельности республиканской организации и методах руководства первичными звеньями, ответил на вопросы. В составе делегации прибыли также социальные партнеры Волгоградского профсоюза в лице директора Центра развития и сопровождения образования Волгоградской области. Я первый раз в городе Грозный, и вы знаете, впечатление замечательное, просто прекрасно, великолепно, новый современный город, широкие улицы, прекрасные дома, достопримечательности, которые мы уже успели посмотреть за несколько дней, и, конечно, доброжелательные люди. Я в данной делегации нахожусь как представитель социальный партнер, потому что мы достаточно много проводим мероприятий у себя в Волгоградской области, в регионе непосредственно, и одно из основных и основополагающих, то, чем мы занимаемся совместно, это проведение, организация профессиональных конкурсов.
То есть это учитель года, воспитатель года, лучший педагог доп. Образования. То есть все те профессиональные конкурсы, которые поддерживает Российский профсоюз независимый. Поэтому здесь мы принимаем активное участие, работаем и с педагогами, и с воспитателями, и пытаемся, ну и я думаю, это может быть не скромно, но получается проводить на достаточно хорошем уровне, там, где наши педагоги уже на российских конкурсах занимают призовые места, то есть входят и в пятерку, и в пятнашку, то есть это достаточно высокий уровень. То, что мы сегодня посмотрели здесь, непосредственно в Чечне, то меня удивило, конечно же, не то, что там как вы работаете, я думаю, все прикладывают максимум усилий, но как вы можете это показать, как это можно преподнести, это достаточно интересно, это ново в некоторых моментах для нас. И я думаю, уже по возвращению в Волгоградскую область мы сядем за круглый стол, обсудим какие-то вещи и в любом случае возьмем себе на вооружение. Коллеги общались, узнавали друг у друга интересные подробности их работы, делились опытом и знаниями. Мой предшественник Галина Валерьевна Скоморохова, здесь вот есть Татьяна Николаевна, они вместе были, тогда посещали республику и привезли книжечку. Она такая была тонкая, но очень красивая, о заслуженных педагогов Чеченской республики. Первый выпуск, да. Вот мы посмотрели, я вот прям честно скажу, и решили, что у нас тоже должна такая энциклопедия быть. И у нас это тоже выпуск первый, здесь 500 фамилий учителей, педагогов, заслуженных. И вот сейчас мы готовим второй выпуск такой энциклопедии. Так что вот они, вот такие связи, мы вручаем. Лариса Львовна поблагодарила коллег за теплый прием и гостеприимство. Ну а после встречи гости республики решили не терять времени даром и поспешили насладиться красотами водопадов и вершин горной Чечни. Девять штатных работников Рессовета почти весь июнь находились на учебе. Второй зачетной экзаменационной сессии в Институте профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений. По возвращении первый заместитель председателя Республиканской организации профсоюза образования Даудхан Герзелиев рассказал о том, что в ходе лекционных занятий перед ними выступали преподаватели, известные лидеры профсоюзного движения, в их числе кандидаты и доктора наук, профессоры, заведующие кафедрами, люди, владеющие научными знаниями и практическими навыками организации профсоюзной работы. Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования особое внимание уделяется обучению и повышению квалификации своих кадров. Ежегодно мы обучаем вновь избранных председателей первичных профсоюзных организаций, планово ведем обучение всего профсоюзного актива, все атрибутами профсоюзной работы. Особо активных наших работников и штатных работников и работников аппарата мы посылаем на обучение в высшее учебное заведение. Это единственный институт у нас в России, институт профсоюзного движения, называется Академия труда и социальных отношений. Учредителем этой организации образовательной является ФНПР, Федерация независимых профсоюзов России. Уже 2 потока было у нас обучаемых наших работников от организации, 26 наших работников получили диплом о дополнительном образовании. Для нас эта сессия была более разнообразной по выступлениям и предполагаемому материалу. В ходе занятия мы узнали много нового и интересного о том, как должна строиться профсоюзная работа в условиях рыночно-экономических отношений и какая важная роль при этом отводится профсоюзу, делится Даудхан Хизирович. Профессорско-преподавательский состав очень высококвалифицирован. Среди них есть работники, которые являются экспертами комиссии по формированию трудового законодательства Российской Федерации. Есть профессора, имеющие опыт в структуре Организации Объединенных Наций. В дальнейшем наша организация планирует все-таки вести дистанционное обучение, что сэкономит и средства, и драгоценное время, и, естественно, повысить то число наших работников, которые смогут повысить свою квалификацию в этой академии. Безусловно, полученные знания представители Чеченского профсоюза образования будут передавать профактивистам и лидерам профсоюза на местах.
О социологии профсоюзного движения. Лекция на такую тему состоялась в начале июля в Доме профсоюзов на информационно-деловой встрече профсоюзного актива Чеченской республиканской организации профсоюза образования с доктором социологических наук, профессором кафедры профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений города Москва Мариной Сунарчиной. В первую очередь гость обратила внимание на то, что наименее исследованной в современных социально-экономических условиях является проблема анализа профсоюза. Как бы часто мы говорим о практике, а о науке очень редко. Но и вот у нас такая предоставилась возможность как раз осветить проблемы именно с точки зрения науки. Практика у нас есть, но еще нужно посмотреть, что же делается в этом направлении, в научном направлении. Ну вот сразу же отмечу, что в настоящее время наименее исследованный и наиболее актуальной в современных социально-экономических условиях проблема является анализ профсоюзов как института системы социальной защиты работников и как социального института. И особенно это нас интересует то, что какие изменения, какие трансформации произошли в условиях рыночной экономики. Вы, конечно, отлично понимаете, да, советский период профсоюзами был достаточно плотно изучен и в основном изучался такими науками, как в основном, скажем, обществоведение, история и ряд других. В основном изучали историю профсоюзного движения. На сегодняшний день, конечно же, очень важно, чтобы профсоюзы изучались в рамках экономической социологии. И в этом смысле как раз продвигается учеными вот это направление экономическая социология, которое призвано изучать профсоюзное движение. В своем выступлении Марина Мунировна обратила внимание слушателей на такие вопросы, как социология профсоюзного движения в современных экономических условиях, подчеркнув, что бизнес и власть являются партнерами профсоюза. Да, мы сегодня живем в рыночном обществе. Соответственно, роль профсоюзов, их сущность, функции, они видоизменяются. Мы не скажем, что кардинально, да, изменяются, но очень многое меняется. И сегодня работать профсоюзом, как в советское время, не приходится, потому что изменилась и жизнь, изменилась политика, изменилась экономика, изменилось наше мировосприятие. Потому что, естественно, социальные явления, социальные события, они тоже большое влияние оказывают. Профессор разъяснила слушателям о том, какие изменения произошли в профсоюзе, в рыночных отношениях, как при этом должны строиться взаимоотношения между работодателем и наемным работником. Подчеркнула также, что одним из важных вопросов деятельности профсоюза остается информирование членов профсоюза о происходящих глобальных изменениях в общественном укладе. В выступлении Марины Мунировны красной нитью отмечалось то, что в происходящих экономических отношениях для профсоюза главным остается защита прав рядовых членов профсоюза. По окончании выступления Марина Мунировна ответила на вопросы, заданные участниками встречи. По окончании лекции участники не спешили расходиться, ведь накануне нового учебного года перед профсоюзом стоят непростые задачи. К примеру, принятие практических мер по обращениям педагогов в рамках проекта «Диалог с учителем». Напомним, что эта задача была поставлена председателем Чеченской республиканской организации профсоюза Хизиром Герзелиевым, после чего началась активная работа по реализации проекта. Все эти предложения, которые здесь обозначены, все они должны непременно исполняться. Мы сейчас с вами до начала учебного года можем решить проблемы, связанные с оказанием материальной помощи и оздоровлением. Конечно, если у вас план, который у вас есть по оздоровлению, по количеству путевок, еще не исчерпан. Поэтому на прошлом заседании президиума мы с вами очень жестко поставили вопрос. Значит, в первую очередь, сейчас, начиная с 1 июля, мы оказываем материальную помощь и оздоравливаем тех, кого мы обозначили вот в этой книге.
Только прямой диалог может раскрыть существующие проблемы учителя. Эта встреча должна состояться с каждым педагогическим работником с целью узнать, чем и как живет педагог, удовлетворен ли он своим социальным составляющим, условиями труда, что является для него еще проблемным и требует своего решения. Вот как еще до старта проекта разъяснил задачу Хизир Магомедович. По итогам проделанной работы были собраны все обращения. Теперь же идет работа по контролю за рассмотрением и исполнением предложений в рамках реализации проекта «Диалог с учителем». Можно ли заменить свой ежегодный оплачиваемый отпуск на денежную компенсацию и продолжать работать? Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией в соответствии со статьей 126 Трудового кодекса Российской Федерации. Поясним на примере. Допустим, работнику в соответствии с коллективным договором организации положено 4 календарных дня дополнительного отпуска помимо общеустановленных 28 дней основного отпуска. Тогда вместо того, чтобы брать отпуск на суммированные 32 дня, он берет его на 28 дней, а за 4 дня получает компенсацию. Аналогичным образом денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается, если речь идет о дополнительном отпуске работнику с ненормированным рабочим днем в соответствии с 119 статьей Трудового кодекса. Продолжительность такого отпуска должна составлять 3 календарных дня или более. Как правильно вносить запись в трудовую книжку при увольнении по собственному желанию? Заполняя трудовую книжку, в первую очередь необходимо ориентироваться на правила ее заполнения, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года за номером 225. Внося в книжку отметку о расторжении договора по инициативе работника, необходимо заполнить 4 основных столбца, а именно: первое – номер записи, второе – дата увольнения, третье – данные об увольнении с основанием по Трудовому кодексу Российской Федерации, четвертое – реквизиты приказа об увольнении. И внести в них следующие записи: номер текущей записи, дату увольнения, основания, по которому расторгаются отношения с работником. В данном случае ссылаться нужно на первую часть пункта 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Номер и дату приказа об увольнении, и все это подкрепить подписью и печатью организации. Обязан ли родитель ребенка-инвалида оплачивать детский сад? В соответствии с пунктом 3 65 статьи Закона об образовании Российской Федерации за присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, родительская плата не взимается. Также в соответствии с пунктом 3 постановления правительства Чеченской Республики от 31 декабря 2014 года за номером 259 родительская плата не должна взиматься. В Рессовете профсоюза состоялось заседание Координационного совета обслуживающего и вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений нашего региона. В ходе заседания были обсуждены вопросы состояния охраны труда работников обслуживающего и вспомогательного персонала в учреждениях образования республики. Заседание, которое мы проводим ежеквартально, в основном было посвящено текущим вопросам, которые ежедневно сталкиваются рабочие и обслуживающий персонал в школах, насчет того, что моющие есть, нет, условия какие, условия на работе какие, дома как они проживают, потому что непосредственно председатель профсоюза образования Хизир Магомедович всегда заостряет свои взгляды, вопросы на том, чтобы узнать не то, что там их, как они на работе, но и как у них жилищные условия, как они живут, какие у них там дома, семейные дела. И вот текущие вопросы мы обсуждали ежеквартально, которые мы в основном на каждом квартале, когда мы проводим совещание, мы в основном обсуждаем именно вот такие вопросы. Также участниками заседания были озвучены вопросы повышения заработной платы, улучшения охраны труда данной категории работников. Если сказать честно, то когда мы начинали работать, когда открыли Координационный совет и начали работу, вначале были сложности, трудности в работе, сталкивались мы, когда мы выезжали в районы, непосредственно с руководителями общеобразовательных учреждений, не находили общего языка.
Но со временем, постепенно мы стараемся находить общий язык. И вот в последнее время, после того, как мы посещаем районы нашей республики, мы видим, что есть изменения, что руководители общеобразовательных учреждений уже относятся к этим вопросам более с положительной стороны. Непосредственно у персонала обслуживающего в основном не бывает никаких вопросов в адрес администрации, потому что уже то, что они должны были обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты, там, моющими и так далее, в основном руководители учреждений обеспечивают своих работников. Саид Хусейн Эльдиев в своем выступлении обозначил проблему выполнения условий коллективных договоров по вопросам, касающимся прав и гарантий, оздоровления и охраны труда работников, обслуживающего и вспомогательного персонала. Надо отметить, что все это выявлено в ходе посещения общеобразовательных учреждений. Завершая заседание, председатель Совета определил задачи по их решению.